Во время Великой Отечественной войны женщины Казахстана были механиками-водителями, стрелками-радистами, авиамеханиками, снайперами, летчиками, пулеметчиками и партизанами, служили в зенитных батареях. В бронетанковых войсках девушки были даже командирами танков. Связав свою судьбу с грозной боевой техникой, они не уступали мужчинам в отваге, боевом мастерстве и мужестве. Сегодня мы можем в полной мере воздать должное казахским девушкам, которые вместе с казахскими солдатами-мужчинами показывали образцы безграничного мужества и внесли достойный вклад в победу. Многие казахстанки воевали в офицерском звании – майоров, капитанов, лейтенантов. Всего женщин-офицеров было 637 человек. Из общего числа ушедших на фронт женщин, а это 7747 человек, каждая 11-я была офицером. Среди фронтовых врачей 41% были женщинами. Среди фельдшеров 43%, медсестры 100%. В солдатских кирзовых сапогах и серых шинелях дошли они до самого Берлина. О подвиге таких героинь можно говорить бесконечно. Не каждый знает, что первой женщиной-офицером из казашек была Алтыншаш Нургажинова. Гордость казахского народа Елизавета Садуакасова, дочь духовного лидера нации Алихана Букейханова, была майором медицинской службы. Марьям Сырлыбаева, капитан медицинской службы. Роза Мамынова, фронтовой врач. Куралай Натулаева, командир роты. Альмиреке Кулеева, закончившая войну в звании капитана. Рахима Иралина и Мамира Жантлесова, разведчицы. Алия Молдагулова и Малика Токтамысова, снайперы. Маншук Маметова и Зинат Улайбаева, пулеметчицы. Хиуаз Доспанова, летчицы. Мадина Искакова и внучка Абая Кунанбаева и Шагы Жагыпар кызы, авиамеханики. Радиотелеграфистки Гарифа Рахметова, Урынкеш Мысырова, Шакира Бутаканова, Бикен Садвакасова, Шагила Кусанова, медсестры Разия Искакова, Майя Габитова, Акима Акжолова, Халида Маманова, Ажар Оразгалиева, Рахима Жанбекова, Баян Байгужина. Это бесстрашные женщины, воевавшие за нашу страну. Мы никогда не должны забывать великий подвиг поколения фронтовиков, своей кровью добывших великую победу. Немеркнущая слава тех дней всегда будет образцом для молодежи, примером для наших потомков. Накануне 75-летия победы в Великой Отечественной войне мы начинаем цикл рассказов, который называется «Казахские женщины на войне».